Мы возбудили большое количество дел за последние 5 лет. 18 уголовных дел, которые имели общественный резонанс в республике. Чтобы вы понимали, до этого, если брать еще пятилетку с 15 по 20 год, ни одного дела в суд не ушло. Мы отправили, возбудили и направили 18 уголовных дел коррупционной направленности. Когда говорят, что дела разваливаются в суде, это не так. Это искаженное восприятие того, что происходит, и абсолютно неверная трактовка. Почему? Потому что дела не разваливаются. Ни одно дело такого характера еще в суде ни один человек по этим делам не был оправдан. Вот мы недавно получили приговор, остальные многие дела, 13 дел из 18 направлены в суды. Они находятся на стадии судебного разбирательства. С чем связаны наши возмущения прокуратуры? Они, в принципе, наверное, в какой-то мере остаются и сегодня. Давайте проведем такую аналогию, чтобы просто мы имели понимание, почему у нас такое отношение к этим делам. Коррупционные дела, они очень сложные. Это трудоемкие дела, которые занимают очень много времени. 2-3 года у нас идет следствие, столько же практически длится судебное производство по делу. И эти дела связаны с хищением бюджетных средств. Это минимум 20, 50, 100, 150 миллионов рублей. Лица, которые обвиняются по этим делам, они все находятся под домашним арестом. Кто вправе сегодня избирать домашний арест? Может, мы так поставим вопрос? За 5 лет моего нахождения в Генеральной прокуратуре ни один следователь, ни один прокурор сам такую меру пресечения никому не избирал.